Добрый вечер. На канале УТРК Чуй. Выпуск вечерних новостей. В студии работает Сымбат Алмазова. Сегодня состоялся телефонный разговор президента Садыра Джапарова с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Садыр Джапаров поздравил Владимира Путина с убедительной победой на прошедших президентских выборах, отметив, что это является ярким свидетельством высокого признания и поддержки российским народом мудрой политики и самоотверженного труда по укреплению государственного суверенитета, повышению благосостояния населения, проведению самостоятельной, независимой и открытой внешней политики российского государства. В свою очередь Владимир Путин поблагодарил Садыра Джапарова за поздравления. Лидеры стран обсудили актуальные вопросы кыргызско-российского двустороннего и многостороннего сотрудничества, взаимодействия стран в рамках интеграционных объединений, а также предстоящее в мае текущего года юбилейное заседание Высшего Евразийско-экономического совета в Москве, в котором примет участие президент Садыр Джапаров. Турага Джорку Кенеша Нурланбек Шакеев принял посла Азербайджана Латифа Гандилова. В ходе встречи стороны обсудили вопросы наращивания политико-экономических, культурно-гуманитарных связей и расширения межпарламентского сотрудничества. Турага отметил, что Кыргызстан уделяет особое внимание вопросам развития отношений с Азербайджаном. Мы являемся братскими народами со схожей историей, языком, культурой и духовными ценностями. Нам необходимо укреплять сотрудничество во всех сферах и развивать партнерство, основанное на дружбе. В этом случае ваша роль как посла особенная, сказал он. Топографические рабочие группы согласовали более 10 километров кыргызско-таджикской государственной границы, сообщает служба информационной политики администрации президента. По ее данным, встреча топографических рабочих групп по правовым вопросам правительственных делегаций Кыргызстана и Таджикистана по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы состоялась в городе Бустани Сагдийской области. Стороны продолжат работы по описанию оставшихся участков на следующей встрече, которая состоится на территории Кыргызстана. По итогам встречи подписан соответствующий протокол. В Чуйской области задержан гражданин, находящийся в межгосударственном розыске, сообщили в МВД. По данным милиции, в мае 2023 года органами внутренних дел Узбекистана был объявлен в розыск гражданин по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 168 части 2 Уголовного кодекса Республики Узбекистан. В последующем на территории Чуйской области камерами наружного видеонаблюдения, системой распознавания лиц, установленными в общественных местах, разыскиваемый был зафиксирован. Так, 18 марта текущего года сотрудники милиции задержали гражданина Узбекистана и передали соответствующим службам. В Бишкеке 20-21 марта в связи с празднованием Ноуруза на площади Алато в центре столицы будут перекрыты некоторые улицы. Об этом сообщили в пресс-службе УПСМ города. Для проезда авто в эти дни будут закрыты часть проспекта Чуй от улицы Панфилова до бульвара Эркиндик, улица Разакова от улицы Абдумумунова до проспекта Чуй, улица Урузбекова от улицы Абдумумунова до проспекта Чуй. УПСМ Бишкека приносит извинения за временные неудобства и надеется, что участники дорожного движения с пониманием отнесутся к введению этой вынужденной меры. Республиканский центр иммунопрофилактики Министерства здравоохранения информирует, что на 12 марта текущего года в стране зарегистрировано 5446 случаев кури. Согласно информации по территориальному распределению из общего числа по городу Бишкек 1653 случая, городу Ош 334 случая, в Ошской области 907 случаев, в Баткенской 133 случая, в Чуйской области 1228 случаев, в Джалабадской области 975 случаев, в Иссыкульской области 86 случаев, в Таласской области 76 случаев и в Нарынской области 54 случая. Активная циркуляция вируса наблюдается в Бишкеке, в Чуйской, а также в Джалабадской областях. Высокий рост заболеваемости на данных территориях связан с организованными очагами, где происходит инфицирование восприимчивых лиц среди контактных, говорится в сообщении.
Частные специализированные медицинские учреждения снизили цены на обследование томографии. В рамках проводимой работы по урегулированию ценовой политики на оказываемые услуги медицинских обследований в русле ее доступности простому населению проведены совещания с участием крупных частных медицинских учреждений по вопросам ценообразования на рынке медуслуг. Были обсуждены качество предоставляемой услуги и их ценовая политика. По итогам достигнуты договоренности по снижению цен на все позиции обследований томографии до 20% у ниже следующих крупных компаний: Unit Reactive Pharma, Medipol, Tomex, Shanshui, Silk Road KG, Alphamed Ltd, Берди, Медиапарк, Гульмед, Систем Узел Тыбе, Ятырымлар, Ветиджарет, Юрфа, Авиценна, Меди и Виданта. До 30% неврологический центр Кортекс. Согласно данным Министерства здравоохранения, в 2022 году сердечно-сосудистые заболевания занимали ведущую позицию среди причин смертности, за которыми следуют онкологические и респираторные заболевания. Большая часть смертельных исходов от этих заболеваний приходится на мужчин, которые избегают профилактических обследований. Для противодействия этой тенденции был организован республиканский месячник «Будь ответственным». Наш корреспондент расскажет о его результатах. Джуламан Кедибаев страдает повышенным артериальным давлением. Он посещает поликлинику каждые полгода для прохождения обследования и получения рецептов на препараты от врача. Кедибаев подчеркивает важность бережного отношения к здоровью. Каждые 6 месяцев я прохожу обследование и регулярно сдаю анализы из-за высокого давления. Предотвратить болезнь легче, чем лечить ее. Особенно мужчины часто пренебрегают своим здоровьем. Важно всегда проходить обследование. В Кыргызстане прошел месячник «Будь ответственным», чтобы выявить факторы риска, которые могут привести к неинфекционным заболеваниям среди мужчин старше 18 лет. Основной целью месячника являлось привлечение мужчин к первичным медико-санитарным учреждениям для профилактики неинфекционных заболеваний. Во время месячника в этом году более 680 тысяч мужчин посетили организации первичной медико-санитарной помощи по всей стране. У нас в Аламнинском районе 50 034 мужчин. Из них к нам пришли для обследования это 4385 мужчин от 18 лет и старше. Мы выявили во время месячников, получается, неинфекционные заболевания. Это гипертоническая болезнь с высоким давлением. У нас впервые выявлены во время месячника 32 человека. И во время месячника также мы выявили 16 мужчин с сахарным диабетом. Проводились работы среди населения, мы приглашали. Вот у нас есть госучреждения рядом, да, вот школы. Это тоже Северэлектро, также сельские советы, да, что еще у нас госрегистр рядом, вот всех мужчин, которые там находятся, звали на прием, обследовали. У кого повышенный сахар, дальше брали на обследование, консультировали и брали уже на учет. Почему мужчин мы взяли? Потому что у нас женщины, они более лояльные, они более ответственны за свое здоровье, тем более они часто приходят с детьми, там, когда беременны, да, мы их обследуем. А мужчин у нас та категория населения, которую они вообще не хотят. Не то что обследоваться, но и к врачу идти, даже когда болеют. Неинфекционные заболевания – это хронические и медленно прогрессирующие болезни. К ним относятся сердечно-сосудистые заболевания, рак, легочные заболевания и сахарный диабет. Согласно данным Министерства здравоохранения Кыргызской Республики, в 2022 году сердечно-сосудистые заболевания занимали ведущую позицию по причинам смертности. Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний составляет 52%. И, к сожалению, больше всего умирают среди мужчин, потому что из-за одной банальной причины они не обращаются. А так как гипертоническая болезнь, мы его называем еще молчаливой убийцей, он проходит бессимптомно, и один раз просто у человека однажды может произойти инсульт или инфаркт. Поэтому это вот именно направлено на раннюю диагностику и выявление. Есть очень много факторов риска, да, это наследственность, это климатические условия, это пол, возраст, на которых мы, к сожалению, не можем, да, повлиять. Но есть 4 поведенческих фактора риска, это курение, употребление, избыточное употребление алкоголя, это неправильное питание и малоподвижный образ жизни.
В ходе прошлогодней кампании более 367 тысяч мужчин посетили организации первичной медико-санитарной помощи по всей стране. Среди них 79 тысяч мужчин никогда не посещали организации первичного звена здравоохранения или посетили их впервые за последние 3 года. Сымбат Алмазова, Улукбек Азизбеков, УТРК Чуй. Дошкольное образование – проблемный вопрос, находящийся под особым контролем Министерства образования и науки, потому как в стране не хватает детских садов. Есть много детей, которые не ходят в детские учреждения. В связи с этим в рамках проекта «Правительственные акселераторы» в Чуйской области открыто 13 детских садов домашнего типа. Цель проекта – поддержать малый бизнес в стране и помочь семьям организовать детский сад домашнего типа в своем доме или в квартире, чтобы упростить получение документов. В целях популяризации данного проекта Министерство образования проводит разъяснительную работу на местах. На этот раз он встретился с представителями и должностными лицами Чуйской области. Бүгінгі күнді үй түбіндегі балдар бақшасын ашу үшін Қырғыз Республикасының министрлер кабинетінен 279 тоқтамы шыққан. В соответствии с поручением президента страны, председателя Кабинета министров Кыргызской республики, с 17 марта 2023 года начата реализация программы «Правительственные акселераторы» по вопросу сокращения барьеров для предоставления услуг дошкольного образования и повышения охвата детей дошкольным образованием в Кыргызстане. Граждане, желающие заниматься индивидуальным предпринимательством, могут подать заявку, зарегистрироваться, бесплатно пройти стандартный курс начального обучения и получить консультацию по открытию индивидуального предпринимательства. В ходе встречи жители региона, желающие открыть детский сад домашнего типа, задали необходимые вопросы и получили на них ответы. Эгер жок андан дагы мен 100 балга ачам, 200 балга ачам, чоң балга ачам десеңиз, сиз юридикалык лицо катарына катталып, билдирүү бермеген эле ачасыз анда дагы. В Чуйской области в рамках данного государственного проекта открылись 13 детских садов домашнего типа. Теперь в текущем году работа в этом направлении будет развиваться. В целях реализации национальной программы развития Кыргызской республики до 2026 года по реализации программы правительственных акселераторов по Чуйской области проводится активная работа. На сегодняшний день по области действует 283 детских дошкольных учреждений. На сегодняшний день 17 тысяч детей состоят в электронной очереди. В этом направлении местными государственными органами самоуправления, местными государственными администрациями проводится информационно-разъяснительная работа с желающими открыть частным предприятиям на дому детских садиков. Этот детский сад был открыт в ноябре 2023 года на основе вышеуказанного проекта. Всего рассчитано на 25 детей. В настоящее время воспитывается 9 детей. Детский сад «Алтынай» открылись в ноябре. У нас сейчас в данный момент 8 детей. Дальше хотим развиваться, расширяться. Все условия сейчас создали. И в дальнейшем планируем на развитие детей. Сама работала в России, в Москве, в городе Москве. Работала 14 лет там воспитательницей. А сейчас хочу эту же программу здесь. Отметим, если есть граждане, желающие открыть детский сад на дому, они могут открыть его без какой-либо лицензии. При открытии детского сада правительство бесплатно обучит воспитателей. Кроме этого, можно получить сертификат, обучаясь в онлайн-офлайн формате. Айслом Мурзакова, Дюмабай Исманалиев, УТРК Чуй. Священная ночь предопределения в этом году будет отмечаться мусульманами с 5 на 6 апреля. Информацию подтвердили в Духовном управлении мусульман Кыргызстана. В муфтияте отметили, что Кадыр-тун отмечается в ночь с 26 на 27 день поста Орозо. Кадыр-тун – это одна из последних 10 ночей поста в месяц Рамазан. В эту ночь пророку Мухаммеду было ниспослано первое откровение.
Ученые предположили, что появление COVID-19 может быть связано с енотовидными собаками. Цены на шоколад во всем мире, скорее всего, возрастут. Жена наследника британского престола принца Уильяма Кейт Миддлтон стала самым популярным членом королевской семьи. Об этом подробнее в блоке мировых новостей. Генетический материал, собранных на китайском рынке, недалеко от которого были выявлены первые случаи заражения коронавирусом COVID-19, свидетельствует о том, что с вирусом смешалась ДНК енотовидной собаки, сообщает Associated Press со ссылкой на выводы группы ученых. Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейсус заявил, что информация об этих генетических последовательностях недавно была загружена в крупнейшую в миру публичную базу данных по вирусам ученых из Китайского центра по контролю и профилактики заболеваний. Вскоре она была удалена, однако ее успел заметить французский биолог, который поделился ей с группой ученых не из Китая, изучающих происхождение коронавируса. Эта информация не дает окончательный ответ на вопрос о том, как началась пандемия, но каждый фрагмент данных важен, так как он приближает нас к ответу, заявил Гебрейсус. Он также раскритиковал Китай за нежелание делиться подобной информацией ранее, отметив, что эти данные можно и нужно было распространить еще 3 года назад. Крупнейшие африканские какао-плантации в Кот-д'Ивуаре в Гане остановили или сократили переработку, поскольку не могут позволить себе покупать какао-бобы. Это означает, что цены на шоколад во всем мире, скорее всего, возрастут. Производители шоколада не могут производить шоколад из сырого какао и полагаются на перерабатывающие предприятия. Однако перерабатывающие заводы заявляют, что они не могут позволить купить себе какао-бобы. Рост цен на них уже превысил в 2024 году 50%. В начале марта установлен исторический максимум биржевой стоимости какао-бобов – $7000 за тонну, передает агентство Reuters со ссылкой на торговые источники. Международная организация какао ожидает, что в этом сезоне мировые производства какао упадет на 10,9% до более 4 миллионов тонн. По данным Айка, из-за несоответствия спроса и предложения на рынке в этом сезоне возникнет дефицит в 374 тысяч тонн по сравнению с 74 тысяч тонн в прошлом сезоне. Жена наследника британского престола принца Уильяма Кейт Миддлтон стала самым популярным членом королевской семьи. Соответствующий опрос провели среди жителей Соединенного Королевства. Согласно исследованию, 38% респондентов признались в теплом отношении к принцессе Уэльской. Наибольшей поддержкой Миддлтон пользуется у женщин – 44%. 32% мужчин также выражают ей свое одобрение. В рейтинге популярности муж принцессы занял 2-е место. 36% опрошенных одобряют принца Уильяма, 26% принцессу Анну, 23% Карла III, а 12% королеву Камилу. Данный опрос был проведен в интернете в период с 29 февраля по 3 марта. В нем приняли участие 1085 жителей Великобритании старше 18 лет, сообщает Evening Standard. Это были итоги дня. В студии работала Сымбат Алмазова. До скорой встречи.